Bilmeli mirere oku ya da. Onlara ulaklarga улакка жаман болар ата. Победа будет за нами. Эту акцию мы начинаем в преддверии 300-летия Российской Академии Наук. И очень она знаменательна тем, что мы начинаем этот старт поддержки нашего фронта «Наука фронту», наших защитников. В преддверии такого еще большого события, как первой Камчатской экспедиции, которая начиналась отсюда, это большой был замысел Петра Великого, который дал России все великое. Это и Арктика, это и Тихий океан. Поэтому сейчас мы продолжатели тех больших событий, потомки тех ученых мужей. Мы тоже перед собой ставим задачи именно наукой, интеллектом, технологиями взрастить могущество нашей страны. И наша Россия будет велика научными достижениями. Да здравствует наука, да здравствуют технологии, да здравствуют ученые Российской Федерации с 300-летием Российской Академии Наук. Чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну каждым, неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества. Но все они воедино и объединились ради величия России, ради будущего России, чтобы мы достойны жили, чтобы мы были великим государством. И оно свершилось, и они многие погибли. Сам Витус Берин не вернулся домой. И это свершалось благодаря его подвигу. Поэтому мы сейчас тоже должны показать пример. Именно наука, научные работники инвестируют, поддерживают спецоперацию, поддерживают науку, наука, которая будет действовать во имя нашей обороноспособности. В дальнейшем наша республика, наша Россия развивалась в сторону Арктики. Арктика – это наша. Она должна быть российской, большей территорией. Благодаря технологиям будет развиваться Россия. И наука всегда должна быть впереди. Россия победит. И мы в этой России. Вперед! Только вперед! Рубль, который вы вложили, он идет на благое дело, на то, чтобы наши ребята были защищены, чтобы они сохранили свои жизни, свое здоровье. И еще хочу сказать, что благодаря тому, что у нас и создан в республике, благодаря Министерству образования и науки, благодаря Академии наук, благодаря тем федеральным научным центрам, которые у нас есть в республике, создан мощный пласт научного сообщества, науки. И сейчас, например, на 23 февраля мы готовим, должны отправить продуктовые наборы для наших солдат. Там есть непосредственно энергетики, которые созданы благодаря нашим академикам, с добавлением пантов оленя, с уникальными добавками из наших целебных трав, которые будут давать энергию нашим ребятам. Есть сублимированные продукты, которые созданы тоже благодаря нашему научному сообществу, которые придумали это дело. И я хочу сказать, что сейчас очень много и техники собирается, в основном, конечно, комплектующие приходят из других стран, но надо сказать, что прошивку, перепрошивку, все делают наши ребята, выпускники наших учебных заведений, высших учебных заведений. И сейчас уже сборка идет, например, FPV-дронов у нас в нашей республике, которые уже начали поставляться Здесь сегодня я вижу, что научное сообщество, оно помогает не только своими разработками, но и рублем, как скажем так. У армии сейчас ситуация нормальная с оснащением, но, как говорится, от помощи никто никогда не отказывался, потому что мы должны все вместе, если будем все вместе работать, тогда, конечно, у нас будет
результат. Эти средства они пойдут в Всероссийский фонд поддержки Донбасса. Сейчас идет акция у нас по сбору средств для подарочных наборов. На сегодняшний день собрано порядка 6 миллионов рублей. Вот. И если вот на вчерашний день первое место у нас было за Министерством здравоохранения, которое собрало порядка 800 тысяч рублей, то благодаря сегодняшней акции, наверное, вы станете лидерами, и наша наука, наши ученые. Я сам, кстати, являюсь аспирантом тоже, пока что. Вот, Бог даст, там что-нибудь еще получится, у меня времени тоже не так хватает. Вот, и наша наука, она станет лидером не только в научных разработках, но и по поддержке нашей армии. Большое вам человеческое спасибо от всех ребят, от всех нас. Спасибо. Участнику боя в составе экипажа танка Т-80 с позывным «Алеша», ефрейтором Неустроеву Алексею Михайловичу и Евсееву Филиппу Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия. Вам, что хорошей таскали, смертельная в резне был один, пред мощью свирепой лавины, в бою экипаж был един, якуты, татарин и русский. Так значит будет. Там не важно, кто есть, татарин, чеченец, мордвин. Все мы один народ. Давайте, за победу. Федеральный университет по инициативе нашего ректора Анатолия Николаевича Николаева и нашего правкома мы создали также специальный фонд по поддержке бойцов специальной военной операции, в том числе тех сотрудников и членов семей наших сотрудников, которые там принимают участие. Сотрудники нашего института собрали средства в помощь нашим воинам-землякам, героям, чтобы они поскорее, живыми и здоровыми вернулись домой с победой. Коллеги, конечно, наш институт не остался в стороне от такой акции. На самом деле это уже наша третья акция, в которой мы участвуем. В 2022-2023 году также были собраны пожертвования добровольные нашими сотрудниками, так как на самом деле уже осталось мало семей, кого не затронула спецоперация. Наши братья, мужья, сыновья, однокурсники, одноклассники сражаются на территории Донбасса. И как я хочу сказать пару слов о Александре Ножом, участников СВО, кое я тоже являюсь, что мы ждем наших мужчин и ждем с победой. Спасибо. Общинского государственного института. Наш институт с начала военной операции никогда не стоял в стороне различных благотворительных акций, будь то муниципальная, сельская, республиканская, всероссийская. Находится как раз в зоне проведения специальной военной операции, и руководством, конечно же, были приняты меры материальной поддержки данного сотрудника, родители наших студентов, родственники наших студентов, и также сами студенты-очники добровольно также принимают участие в акции СВО. Конечно, их немного, как в Северо-Восточном федеральном университете, но все-таки они есть. Подошли здесь вот таким небольшим коллективом от ФГБНУ Якутский научный центр комплексных медицинских проблем. И мы хотим поблагодарить Академию наук вот за организацию этой очень-очень важной акции. А вообще вот наука для фронта, эта акция была еще и во времена Великой Отечественной войны, когда наука внесла огромный вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией. И тогда вот наши советские ученые, сотрудники Института эпидемиологии и микробиологии, они разработали свой отечественный пенициллин, который спас жизни очень многим красноармейцам. Да? И были разработаны научными исследователями противоминные сооружения, именно устройства для пеленгации мин и так далее. И огромный вклад, я думаю, что
вносим мы сейчас, все ведущие научные учреждения нашей республики Саха-Якутия. Это вклад нашей республики в победу российской армии, проводящейся с СВО. И я хочу представить нашего главного врача клиники Соловьеву Елену Николаевну. Она вот расскажет о той акции, которая была проведена научными сотрудниками и врачами клиники, тоже вот для бойцов СВО. От имени клиники, сотрудников клиники Якутского научного центра комплекса медицинских проблем выражаем благодарность и поддержку участникам СВО. И хочу рассказать вкратце, что в 2023 году мы разработали и внедрили пакет индивидуальный перевязочный в пакетах стерилизационный и передали партию. И получили отзывы, что солдаты, которые направлялись в СВО, брали, использовали его и передавали благодарность. Такая акция на округе фронта, она очень важна в наше время, в котором мы сейчас находимся, живем и работаем. Я хочу сказать, что сейчас у нас проходит такая же акция, только вузы для СВО называется. И наш университет, он активно в нем принимает участие, делает адресную помощь по закупке дронов для наших бойцов. Сельскохозяйственной науки, которая именно обеспечивает продовольственную безопасность всей нашей страны. Будем помогать нашим воинам для того, чтобы мы победили. Победа будет за нами. Спасибо. К этой акции спасибо Леониду Николаевичу, Филиппу Александровичу, что вы пришли, семье. Большой привет. Вот у меня брат как раз там, на самом передовом, в континентальном отделении, командир континентального отделения, и огромные трудности, да. БТР постоянно ломается. И вот он уже 2 года почти там, без отпусков, без ничего. К сожалению, вот такие ситуации бывают. Мы как можем, помогаем. И вот в свое время, в Отечественную войну, каждую семью коснулось вот это вот. У меня бабушка, например, рассказывала, ошила рукавицы с одним пальцем. Я отправлял на фронт десятками. И очень многим помогла бойцам там. Это Варвара Егоровна с Усть-Ланданского вуза, Кирьян закрыли. Оттуда переехали в город. И сейчас стараемся помогать. Потому что вот то, что решает Министерство обороны, да, президент, не всегда доходит. И не всегда бывает можно на все это купить там. А вот когда идет индивидуальная поддержка со стороны республики, буквально до каждого бойца доходит, там есть свои пункты, вот это очень важно. А то сначала у нас ни дронов не было, ничего. Поэтому такие акции нужны, и такие вот фонды нужны. Очень большую помощь оказывают. И, к сожалению, меня не взяли. То есть возраст уже сказали не тот. Но, может быть, еще возможность будет лично поучаствовать. Так что, ребята, будем. Республики Саха-Якутия, артиста, вокалиста Государственного театра эстрады имени Юрия Прокопьева Эрхана. Алға меген ағатқан бағыста. Алға меген ағатқан ақсым сейдан аянма. Әдеп тұлын әгел кәтін әнмеғілей анаңның. Алға меген ағатқан бәрің әрәммен арғыз доғыр оңыстон өрі үлчә сылжапын. Алға меген ағатқан аттан тойыққынан тояңын олық жолын түстән. Алға меген ағатқан айылақтан аттағын олың жоғын өрүтін өрігейін күнігер сүрек бәрің әрәммен
жылжықпын алға меген ағакам Сүрек бәрің әрәммен Арғыз доғырымыздан Өрейін жасыл жылжықпын алға меген ағакам алға меген ағакам Алған берем қайын Қырғызстанның ұлатабыдың Әркен күргірәлі ұлатабыдың Әтәңгі доймарғар Ека кеттегі әргелдер аяңдан келгендер Алға меген ағакам алға меген ағакам Сүрек бәрің әрәммен Арғыз доғырымыздан Өрейін жасыл жақпын Алға меген ағакам алға меген ағакам алға меген ағакам алға меген От себя лично и от Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия хотел бы поблагодарить всех участников данной акции. Данная акция, идея проведения данной акции поступила от нашей Академии наук в начале года. Конечно же, она была сразу же поддержана на всех уровнях нашим учредителям в том числе. И мы всячески постарались оказать содействие, чтобы данная акция более масштабно была проведена и успешно прошла эта акция. Как мы видим, научное сообщество сплотилось. Академия наук очередной раз смогла сплотить наше научное сообщество в этой акции. Любая помощь, поддержка на фронте, она очень важна. И в том числе данная акция показывает еще раз, что мы все сплочились в этом нашем вопросе, скажем так, да, что любая поддержка солдат, она важна. И, естественно, мы все благодарны вам за то, что вы активно принимаете участие в данной акции и в подобных акциях в целом. Спасибо вам. Hayatlar kündü doğutturugar, kündü canlırugar, cekergenlerger erkillen gelginler, kıyla kutulak diyen bağısına abur edip duramın. Наук, отделение сельскохозяйственных наук и в настоящее время научный сотрудник отдела новых технологий и алгоритмов развития Арктики и субарктики. Представляя науку аграрную и науку из села. Вы понимаете, такой парадокс, это мое личное мнение. Все держится на селе, и проблемы все в селе. И на селе. Как пахать – это село. Доить – село. Кормить – село. Воевать – село. Обуть – село. Строить – село. Поэтому я считаю, что в этом смысле то, что, я думаю, большинство присутствующих тоже из маленьких улусов, с маленьких деревень, станиц, сел, они тоже в этом прямо или косвенно в этом принимают участие. Я сам родом с очень маленькой деревни, где всего 60 дворов. И вот с этой деревни 8 человек в настоящее время участвуют в этой спецоперации. 2 не вернулись в прошлом году. Один вот буквально в ноябре месяце закончился контракт, 2 года с половиной был, живым невредимым вернулся. Поэтому я еще раз хочу выразить организаторам Академии наук Республики Саха-Якутия, все, кто в инфраструктуре участвовал, в организации этой акции. И в заключение хотел бы, пока сидел, Нобелевского лауреата, писателя Бориса Леонидовича Пастернака. «Ощущение времени». Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку.
На меня направлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси. Если только можешь, Аве, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я ловлю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и прошу тебя, меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не более перейти. Спасибо. Оказалось 1 миллион 445 тысяч рублей. Но я хотел бы, чтобы действительно вот эти деньги пошли на научные технологии, на которые мы, вообще говоря, рассчитывали, на технологические, значит, средства борьбы, в том числе улучшение квадрокоптеров, ну и так далее и тому прочее. Но сейчас мы понимаем, как научные работники, что идет переориентация элиты российского государства. И хотелось бы, чтобы наши парни, которые там действительно между жизнью и смертью находятся, и чтобы они вернулись и подняли, ну, с нами, мы уже как деды на них смотрим, дедами, новое российское государство. Давайте за победу. Позвольте передать этот конверт Ленину Николаевичу, чтобы он передал, ну вот, собранные деньги представителю соответствующего фонда. Уважаемые коллеги, я очень волнуюсь, потому что мы когда акцию эту закрывали, мы поставили как-то внутри себя, я думал, рубеж миллион. Ну, это же сумма зарплаты собрать научных сотрудников миллион рублей. Это же много, да? А оказалось, вообще я недооценил патриотизм ученых. Она оказывается на 50% выше моих таких вот моих пожеланий, ожиданий, моих прогнозов. Спасибо вам, дорогие наши научные сотрудники, коллеги, руководители, кто сегодня сюда пришел. Я искренне тронут, что я руковожу таким коллективом и дружу с такими коллегами. Нам все нипочем. У нас есть президент Владимир Владимирович Путин, у нас есть глава республики Арсений Сергеевич Николаев, у нас есть герой России. У нас, я первый раз сидел героем России рядом, и мне было комфортно и волнительно сидеть с героем России рядом, который на танке Алеша, они остановили колонну, фашистскую колонну, которая двигается снова с запада на восток в нашу сторону. Остановили. Поклон тебе, Филипп. И в присутствии тебя мы клянемся, что будем творить именно для наших ребят то, что может наука. Будем, сделаем, и победа будет за нами. И передаю в фонд именно от почти 1,5 миллиона рублей. Спасибо вам. Здоровья вам, удачи и успеха. Да здравствует наука, да здравствуют герои, да здравствует Россия. Нам нужна только одна победа, а за ценой мы не постоим. Бу биги сахажоно хакахирин улахан белие күн кененерерин көссөндөрө бит
Россия наукатын 300 хылы болар. Российская академия наук. Ол 300 сыл устата өлбөк вопростар бахарылар өлбөк сайды таныста особенно бу бии хакахерин территориятыгар. Онон бу билинги биге акция бит наука фронга наука бәбит көміскәтчілер нағыдай дүбітін көміскәтчілерге спецоперацияларға хиджар жоңғы бәйге бәбит наука үпбітінен бәбі қамнаспытынан улахан өйбіл болар бұд бұл акцияны терейді бит. Бұл акция именно бұл бәйге қатшы бұд барықтақ интеллектуальный өттігер интеллект өттін бұл наука емкі технология бу бия способность бытыгар, оборона бытыгар, техника бытыгар туттулларгар ден. Анан беги бу бачин көтөгө бит, бегенитен атын терилтелер, атын субъекттарыме батыган мандык оңоруактары демет. Анан бу Россия академияны 300 сылыгар келитигер бары жоңго багарабын доройбену жолу хорбуну оны бәбит ағдойны көміскәтчілер бітін күйіске өйі қайын бәбит наука сетихи бітінен тургурдун наука, тургурдун Россия, оны Российская академия наук.